Первое. Молодого поколения в меняющемся мире. Для энергетической безопасности Индии Установила много замечательных рекордов. частью индийского видения в области наше взаимное сотрудничество необходимо для региональной безопасности и процветания. От имени Индии Я от себя лично, позвольте себе лично поздравить сторонних дипломатических отношений. Индия, Центральная Азия, на уровне глав государств взаимовыгодные стратегические партнерские отношения. и между различными заинтересованными сторонами. Пользуясь предоставленной возможностью, поздравляю вас. Прежде всего, это касается торговли. К слову, Спасибо, господин президент. Я приглашаю президента Таджикистана. 30 лет назад между нашим государством были и плодотворно обсуждены. Благодарю за внимание. Глубокие исторические корни на протяжении Уважаемые главы государств, Кыргызская республика приветствует и поддерживает инициативу господина Моди по учреждению диалоговой платформы Индия-Центральная Азия. Весьма символично, что диалог решено провести на высшем уровне и по теме выведения отношений Индии и стран Центральной Азии на новый уровень именно в 30-летний юбилей установления дипломатических отношений Индии с государствами Центральной Азии. Мы ценим внимание и вовлеченность Индии в дело безопасности, развития и процветания Кыргызстана и стран Центральной Азии в соответствии с духом стратегического партнерства, многовекового добрососедства и историко-цивилизационных связей. С уверенностью скажу, что за прошедших 3 года с момента первого заседания диалога межрегиональное сотрудничество и взаимодействие вышло на следующий качественный уровень и наполнилось дополнительным смысловым содержанием. Уважаемые коллеги, в настоящее время состояние международных отношений, глобальной безопасности и мировой экономики требует от наших стран координацию совместной деятельности, чтобы обеспечивать безопасность, экономическое развитие и социальное благополучие. В этой связи Кыргызстан предлагает активизировать взаимодействие и сотрудничество в жизненно важных сферах, в региональных и международных структурах, включая Организацию Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, совещание по мерам доверия в Азии. Наши государства совместно противостоят комплексным вызовам и угрозам безопасности. Самым злободневным пунктом региональной повестки значится вопрос нейтрализации международной террористической угрозы со стороны воинствующих религиозных фундаменталистов и радикалов, среди которых есть и выходцы из Центральной Азии. Считаю, что скорейшая нормализация военно-политической обстановки в Афганистане является важным фактором в этом вопросе. В связи с этим предлагается реализовывать скоординированные подходы по политико-дипломатическому содействию в установлении устойчивого мира в этом государстве. Афганская земля не должна вновь стать ресурсной базой международных террористических образований, незаконных вооруженных формирований и транснациональных наркокриминальных групп. Призываю продолжить оказание продовольственной, гуманитарной и иной помощи афганцам, в том числе, чтобы не допустить их вовлечения в наемничество и другую противоправную деятельность, ориентированную на подрыв законных интересов безопасности стран Центральной Азии и Индии. На уровне превентивной антитеррористической политики
предлагаю активизировать сотрудничество в рамках существующих международно-правовых режимов и документов Организации Объединенных Наций. Предлагаю наращивать практическое сотрудничество против транснациональной организованной преступности, занимающейся незаконной деятельностью в сфере оборота наркотиков и оружия, торговля людьми, отмыванием преступных доходов и киберсаботажем. Мы готовы поделиться своим национальным опытом и изучить ваши передовые достижения. Проблематика безопасности должна быть в центре постоянного внимания секретарей Советов Безопасности. Уважаемые лидеры государств, на протяжении 3 лет мы также работаем над защитой здоровья и жизни граждан от инфекции коронавируса. Участвуем в международном сотрудничестве и оказываем взаимную помощь для сдерживания и контроля пандемии. В этом контексте заслуживает внимания инициатива президента Казахстана, уважаемого господина Токаева, по созданию под эгидой Организации Объединенных Наций Международного агентства биологической безопасности. Кыргызстан солидарен с предложением уважаемого господина Моди «Одна земля, одно здоровье». Учитывая колоссальный научно-фармацевтический потенциал Индии и ресурсные мощности стран Центральной Азии, у нас есть возможность не только совместно продвигать в жизнь идею справедливого доступа к медицинским препаратам ноу-хау, но и также наладить производство доступных и действенных вакцин и других средств лечения. Предлагаю поручить нашим министрам здравоохранения обсудить имеющиеся возможности в этом направлении. Вместе мы сможем гораздо больше, чем в одиночку. Уважаемые господа, сегодня мировая экономика находится не в лучшей форме, а национальные экономики по-прежнему не могут оправиться от спада и выйти на предпандемийный уровень. В этой связи одним из триггеров экономического оживления может стать торговая и инвестиционная активность между Центральной Азией и Индией. Кыргызстан приветствует выделение правительством Индии кредитной и финансово-грантовой поддержки на сумму свыше $1 миллиарда США на проект развития в государствах Центральной Азии. По моему мнению, действующий деловой совет должен энергичнее проработать над определением и селекцией проектов с самой высокой рентабельностью и полезностью для сторон. Со своей стороны, Кыргызстан готов предложить к реализации проекты, которые помогут одновременно решить 2 задачи: повысить конкурентоспособность экономики и транспортно-транзитную взаимосвязанность республики. Эти проекты находятся в энергетической и горнодобывающей, информационно-коммуникационной и технологической, сельскохозяйственной и пищеперерабатывающей, дорожно-инфраструктурной и транспортно-логистической сферы. Хочу отметить, что все страны Центральной Азии не имеют выхода к морю и ограничены в прямом сухопутном доступе к Индии. В этой связи, например, мы будем исследовать возможности использования многопрофильного порта Чабахар в Индийском океане в целях продвижения устойчивой внешнеторговой кооперации. Особое внимание хочу обратить на возможности сотрудничества с Индией в области современных информационно-коммуникационных технологий и цифровизации. Предлагаю поручить нашим министрам цифровизации обсудить имеющиеся возможности для реализации совместных целевых проектов в государственном и частном секторе. Уважаемые участники, по моему убеждению, с учетом общеисторических связей между нашими странами, очень важно поддерживать и развивать гуманитарное измерение сотрудничества и дружбы.
Надеюсь, что по мере стабилизации эпидемиологической ситуации возобновится обмен туристами, начнутся кинопроекты Болливуда в Кыргызстане и в странах Центральной Азии. Отдельно хочу остановиться на успешном сотрудничестве государств Центральной Азии и Индии в рамках глобальной программы по сохранению снежного барса. Благодаря общим усилиям мы сумели спасти этого благородного животного от безвозвратного исчезновения, как это, к сожалению, случилось с известным туранским тигром. В заключение своего выступления позвольте вновь поздравить вас, уважаемый господин Моди, и в вашем лице дружественный индийский народ с Днем Республики, а также выразить благодарность индийской стороне за организацию и проведение на высоком уровне нашего саммита. Выражаю надежду, что договоренности, которые будут приняты по итогам и озвученные сторонами инициативы, позволят решить задачи и вызовы, стоящие перед государствами-участниками саммита Индия, Центральная Азия. Благодарю за внимание.